Гостевая комната у Питимат Кадыровой во время работы превращается в мастерскую. На протяжении 50 лет женщина шьет одеяло. В Брагунах вряд ли найдется человек, который бы не знал про золотые руки Питимат. Любимая работа стала для нее образом жизни. Şide koder yol, orada takımın tisluş. Yürünüş, hol yestik adi kız, yestik adi, tergili ох. Благодаря своему ремеслу женщина содержит семью. Питимат научила шитью и свою сноху. Учится у бабушки сегодня даже внучки. Yürüyelah güye ve ağanğırs bersin. Mossuhuma dene берж кабгатс. Как таковой работы в Брагунах нет. Люди в основном держат скот и сажают огород. Этим и живут. Численность населения 3500 человек. В основном это кумыки и чеченцы. Местный дом культуры считается гордостью села. Артисты проводят здесь театральные представления, а также вокальные и танцевальные конкурсы. Мы стали лауреатами фестиваля, межрегионального фестиваля «Арбузник» номер 2014 в том году. Мы выступали в Хасавюрте, «Диалог культур» тоже был фестиваль. Сейчас 28-го мы собираемся в Москву, нас пригласили, а 25-го мы собираемся ехать в Махачкалу. Так что мы себя уже не только в Чеченской Республике как-то показали, но уже показываем себя за ее пределами. Брагуны считаются одним из древнейших поселений на Северном Кавказе. Из-за природных катаклизмов не раз приходилось строить его заново. К примеру, на этом месте село вновь было основано в середине 17 века. Перед этим оно было в 3 километрах отсюда на берегу Терека. Ну, как в середине 17 века оно поселилось здесь и по сей день находится здесь. Ну, безусловно, такой величины это село не имело в то время, как сейчас. Тогда оно небольшое было. Но уже к началу 18 века это село было одно из больших сел на Северном Кавказе. Больших. Почему больших? Потому что сюда стекались все тюркоязычного населения, оставшиеся на Северном Кавказе после разрушения Золотой Орды. В последнее время вокруг одни только разговоры об экономическом кризисе. Однако жители Брагунов уверены, люди, привыкшие к труду, смогут пережить любые сложности. Динара Мурадова, Таймир Хаджиев, Джамлай Хаджалиев. Новости.